Здравствуйте, в эфире новости, с вами Василий Раченко и главное к этому часу. Распространение пожара удалось остановить в Момском районе Якутии. Россиянам перед посещением санатория больше не нужны справки об отсутствии коронавируса. Алмаза Анабара представила на суд маленьких зрителей третий сезон мультфильма про лисенка Тако на якутском языке. В Момском районе удалось остановить распространение огня. В настоящее время на тушении заняты работники подразделений Минэкологии Якутии и ГАО «Якутлесресурс». Как информировал руководитель дирекции биоресурсов Яков Сивцев, ситуация с природными пожарами стабилизировалась. Проведена частичная локализация, ведется постоянное наблюдение, продолжается прокладка минерализованных полос. Кроме того, с помощью квадрокоптера определены коробки пожаров, налажено взаимодействие с администрациями Момского района, Наслегов-Хану и Буор-Сасы. Оперативный штаб КЧС активно работает по распределению сил и средств. Кроме пожарных, Якутлесресурс и мобилизованных бригад к тушению привлечены работники организаций и ведомств Момского района. Сегодня ожидается прилет вертолета с водосливным устройством, который также привезет с собой лесной плуг. На территории всего региона на сегодня действует 81 природный пожар. Площадь, пройденная огнем, 342,5 тысячи, активного горения 513 гектаров. Таковы данные авиалесоохраны. За сутки возникло 2 пожара и 31 ликвидирован. На тушении привлекались 873 человека и 84 единицы техники. Сложная лесопожарная обстановка сохраняется на территории Алданского, Верхоянского, Кобяйского, Момского, Среднеколымского, Татинского, Усть-Алданского, Усть-Майского и Тампонского районов. Там зарегистрировано 67 очагов. Быстро далеко не всегда значит хорошо. В одном из домов в Якутске после утверждения плана капитального ремонта подрядная организация спешно приступила к снятию перекрытия крыши. Но не посмотрев перед этим прогноз погоды, их оперативность привела к следующему. В столице пошел дождь. Без кровли вода проникла в квартиры на верхних этажах, а оттуда пошла ниже. В итоге хозяева квартир спешно спасали свое имущество. Подробности узнаем в материале Александра Хавренко. Этот дом по улице Ярославского попал в программу капитального ремонта. Казалось бы, радости жильцов не должно быть предела, но на деле ремонт подкинул жильцам еще больше проблем. У нас капитальный ремонт начался с 2018 года, у нас постоянно проблемы. В прошлом году у нас была проблема по канализации. Ну, кое-как с Божьей помощью вроде бы нам канализацию наладили, но и то не до конца. Но в этом же году опять с июня месяца нам начали перекрывать крышу. И опять у нас начались страшные проблемы. Вот недавно прошел дождь сильный причем и затопило где-то 16 квартир. Жильцы недоумевают, как в 8-подъездном доме можно было разобрать крышу всю и сразу. Почему нельзя было делать это блоками? Тем более, что летом в городе дожди не редкость. Дождь, который затянулся на 5 часов. И вот все, результаты. Побежало все до 3-го этажа. И нас, и соседей, всех мы залили. Получается, люди думают, что мы залили. Но залили не мы, а так как не доделана крыша, еще не закрыта крыша, вот такие эти. Все полные тазики. Но так как это был уже вечер, нам сказали, утром звоните в управляющую компанию, в фонд капитального ремонта, представители придут, составят акт. Компания «Артикострой», которая ведет работы на этом объекте, уверяет, крыша была застелена временным покрытием и протекла исключительно потому, что осадков выпало слишком много. Значит, совместно с управляющим компанией управа и вот с подрядной организацией с нашей стороны, вот, то есть составлены акты вот, по тем квартирам, которые были течи. Но там течи разные, там у кого-то больше, у кого-то меньше. Там. Хочу сказать жильцам вот, потерпеть немножко, вот, осталось чуть-чуть, финишная прямая осталась, мы уже вот, начали прибить черепицы и закончим. Вот. Жильцам дома остается только ждать и надеяться, что в эти дни дождей в Якутске не будет. А подрядчики закончат работу в ближайшие сроки. Александр Хавренко, Илья Сыромятников, Якутск.
Режим повышенной готовности продлен в Якутии до 31 июля. Соответствующий указ подписал глава региона. Таким образом, санитарно-эпидемиологические меры, масочный режим, режим социального дистанцирования и другие будут действовать до конца месяца. Напомню, ранее срок был установлен до 24 июля, однако в связи с текущим коэффициентом заболеваемости переход на новый этап снятия ограничительных мер отложен до 31 числа. Более подробно глава Якутии Айсен Николаев расскажет об эпидобстановке в регионе сегодня в 12:30. Санаторно-курортные организации перестанут требовать у въезжающих постояльцев справки об отсутствии коронавирусной инфекции. Соответствующий приказ Министерства здравоохранения вступил в силу сегодня. Еще одно упрощение. В документе касается людей, которые переболели COVID-19. Им теперь не нужно ждать 2 недели после выздоровления, прежде чем поехать поправить здоровье в санатории. Однако одна справка все же понадобится всем курортникам об отсутствии контактов с больными инфекционными заболеваниями. Причем такой документ теперь нужно оформлять не за 2 недели, как было ранее, а за 3 дня до отъезда. Также Минздрав уточнил, что профилактические медосмотры и диспансеризация в регионах должны быть приостановлены до момента, пока глава субъекта не снимет все ограничения, введенные из-за эпидемии. Между тем, в аэропорту Шереметьево запустили экспресс-тестирование пассажиров на коронавирус. Пилотный проект реализован совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Оперативная проверка на COVID-19 была запущена в ответ на обязательные условия ряда стран на наличие отрицательного теста на коронавирус, сданного непосредственно перед полетом. Сейчас ряд стран ставят обязательным условием наличия отрицательного теста на коронавирус, сданного непосредственно перед полетом. Именно поэтому мы запустили услугу экспресс-тестирования для пассажиров с выдачей результатов на официальном документе на русском и английском языках, которое станет основанием для въезда пассажиров в страну. Услугу можно получить в течение 1 часа всем пассажирам внутренних и международных линий. Чуть меньше года осталось до 21-й спартакиады по национальным видам спорта «Игры Манчары». Соревнования пройдут летом следующего года в селе Бердигистяк Горного района. Подготовка идет полным ходом. К проведению игр строится несколько новых спортивных объектов. С ходом работ лично ознакомился глава региона. Далее материал Юрия Осипова. Новый стадион, универсальный стрелковый комплекс и многофункциональный спортивный центр. Именно они станут основными местами проведения 21-х игр Манчары. Строительство объектов уже идет полным ходом. Летом следующего года все они будут готовы принять спортсменов и гостей соревнований. В этих спортивных объектах будут проведены соревнования по национальным видам спорта. В стадионе, значит, это соревнования по легкой атлетике, по хапсагаю, по масс-рестлингу, по универсальном стрелковом комплексе стрельба из лука, стрельба из пневматики. А в национальном спортивном зале у нас игры хамска-хаблык и гиревой спорт. Но внимание тут уделяется не только спортивным объектам, но и жизни села Бердигистяк в целом. Проводятся работы по асфальтированию внутрипоселковых дорог, уборке территорий и ремонту парка культуры и отдыха. Строятся объекты по линии программы переселения жителей из аварийного жилья, строятся дороги, реконструируются электрические сети. В целом Бердигистяк реально должен быть до следующего года приведен, знаете, в уже гораздо лучшее состояние, и уверен, что это станет один из таких лучших сельских наших поселений, один из лучших сел нашей республики. Все предпосылки для этого есть. Самое главное, есть настрой жителей. Видно, что жители сами включаются в эти процессы, сами активно предлагают те или иные предложения, сами участвуют и в субботниках, участвуют в реализации тех или иных общественных инициатив. Все работы на данный момент в процессе. Между тем, уже сегодня в самом центре села Бердигистяк состоялось открытие нового общественного пространства – сквер Эе, что в переводе с якутского означает «мир». Каждый здесь может найти местечко для себя. Для самых маленьких местных жителей здесь есть игровая площадка. Для тех, кто постарше – спортивная. Но время здесь можно провести не только за активным отдыхом. Стоит пройти чуть дальше вдоль сквера, и здесь мы видим посадочные места с живописным видом. Здесь же есть сцена, на которой будут проходить различные культурные мероприятия.
По итогам рабочей поездки Айсен Николаев отметил, никаких сомнений в том, что к моменту проведения игр все объекты будут готовы, нет. И село Бердигистях достойно встретит и проведет грядущие соревнования. Юрий Осипов, Георгий Григорьев, Горный район. А в Вилюйске построят новую школу почти на 1000 мест. Туда по окончанию строительства переведут сразу 3 ветхих учреждения, которые не соответствуют современным требованиям. Школа будет построена в новом микрорайоне Кютё, где также расположатся 17 многоквартирных домов по программе переселения из ветхого и аварийного жилья. Сейчас ведутся работы по освоению земельного участка. Из бюджета муниципального района выделено 8 миллионов рублей. На эту сумму подписан муниципальный контракт с проектной организацией ЗСК «Проект». Буквально на той неделе приезжали изыскатели, обследовали участок. До конца года проектная документация должна быть готова уже с получением положительного заключения государственной экспертизы. Строительство школы на 990 мест планируется по республиканской программе развития систем образования. Начало строительства примерно на 2023 год рассчитано. Стоимость строительства примерно ориентировочно будет стоить 1 миллиард рублей. Подарок для юных телезрителей сделало дочернее предприятие «Алроса». Алмазы Анабары выпустили очередную серию мультфильма на якутском языке. Мультсериал «О лисенке Тако» предназначен для детей от 2 до 5 лет. Создатели говорят, мультфильм во многом уникален. От начала и до конца придуман и создан на территории Якутии. Что нового узнают в 3-м выпуске юные зрители, расскажет Ивана Филиппова. Белохилге брахпаттар. Төләбит дойдуутун айылгабытын кырыстыктаакпыт. Помыйа жактаакпыт. Убирать за собой, быть вежливым, добрым и честным. Правильному поведению лисенок Тако учит малышей с прошлого года. Тот случай, когда приятное можно совместить с полезным. И, кроме того, выучить язык. Многосерийный мультфильм полностью озвучен на якутском. Жизнь состоит не только из горной массы, заработной платы, налогов и всего такого прочего, но и в бережном отношении к природе, в бережном отношении к людям, в бережном отношении в том числе к культуре. Над проектом мультсериала работали 12 творческих групп и художников-аниматоров Якутии. Они предложили несколько вариантов для будущих героев. В итоге выбрали эскизы студента Якутского колледжа технологии и дизайна Сафрона Варламова. Я хотел передать чисто самые простые фигуры, простые формы, чтобы когда дети смотрели, они понимали, что вот это лис, вот это дом, вот это там какой-то предмет и так далее, чтобы сразу улавливался образ. Летом Алмазы Анабара выпустили очередную серию мультфильма о лисенке Тако. В 3-м выпуске мультсериала зверек объясняет юным зрителям тему финансов и накоплений. Мультфильм можно увидеть на детском YouTube-канале Чохон. Мультфильм сам по себе призыв. Просто мы поняли, что нам необходимо это сделать. И это призыв для всех остальных крупных компаний, призыв для творческих групп и организаций, что необходимо делать детский контент на якутском языке, что есть такая необходимость. Это лисенок своего рода такой знаменоносец. Однако это не единственный культурный проект алмазной компании. Также ими создана подборка сказок народов Севера на 6 языках. Уже сегодня можно прочесть или послушать сказки на сайте Алмазы Анабара. Иванна Филиппова, Роман Ларин, Артур Голиков, телеканал «Алмазный край». И на этом пока все. До встречи в следующем часе.